В XIX веке на северо-востоке Сибири якутский язык был международным языком. В 1851 году вышло научное описание, первое научное описание якутского языка. Это сделал немецкий ученый Отто Николаевич Бётлин. Здравствуйте, меня зовут Уяра Павлова. Мы сегодня поговорим о выдающемся академике, лингвисте, ориенталисте Отто Николаевиче Бётлинге. Отто Николаевич Бётлин родился 30 мая 1815 года в Петербурге в немецкой семье, предки которой переселились в Россию в конце 17 века. Нынче, 30 мая, мы будем отмечать 205 лет со дня его рождения. Будучи увлеченным восточными языками, в 1833 году он поступил в Петербургский университет и стал изучать санскритский язык, древнеиндийский язык литературы. Затем, чтобы стать слушателем Франца Боппа, немецкого лингвиста, основателя сравнительного языкознания, он перевелся в Берлинский университет. В 1938 году, исследовав сложнейшую грамматику, древнеиндийскую грамматику Панини, относящуюся к V веку нашей эры, он стал академиком философии. Это было выдающееся событие того времени, это была сложнейшая грамматика, которая содержала в себе 4000 грамматических правил. Затем он издал 7 томов санскритского словаря, он издал санскритские тексты и потом как-то стал заниматься якутским языком. Мы сейчас узнаем, как это все случилось. Оказывается, интерес к якутскому языку появился у путешественников в середине 17 века. Они приезжали в наши края и описывали наш народ и якутский язык. Например, польский, голландский политик, картограф Николас Вицин в 1648 году издал книгу под названием «Север и восток Тартарии», и куда занес 38 различных якутских слов с различными значениями и 29 якутских числительных. Затем, в начале 18 века, в середине 18 века, участник Полтавского сражения, офицер шведской армии Филипп Иоганн Страленберг, попав в плен после Полтавского сражения, был сослан в ссылку в город Тобольск на 13 лет. И, живя там, он составил сравнительную таблицу языков чувашей, татаров и якутов и сделал очень важный вывод, что наш язык относится к тюркским древним языкам. Бётлингу дал материалы его давний друг, академик Миддендорф, после путешествия на северо-восток Сибири, в котором были описания о нашем народе. Бётлин обещал, что исследует наш язык, и давайте вернемся к изречению о том, что в XIX веке якутский язык был международным языком. Исследователи и путешественники всегда удивлялись широкой распространенности якутского языка на северо-востоке Азии. Вот, возьмем изречение протоиерея Дмитрия Хитрова, написанного в 1858 году. Якутскую область населяют разные племена инородцев, как то якуты, тунгусы, ламуты, юкагиры и между ними в незначительном количестве русские. Все эти племена имеют свои особенные языки, но якутский язык есть преобладающий и общий между ними для всех. Им говорит и тунгус, и ламут, и юкагир, и даже русский. Последний всегда свободнее, чем на родном своем языке. Вы услышите якутский язык на притоках Амура и по всему берегу Ледовитого моря, от Колымы до Хатанги и далее почти до устья Енисея. Так вот, великий ученый интуитивно почувствовал, что якутский язык как-то имеет свои корни с санскритским языком, что он очень древний язык, и доселе неизведанный в то время науке якутский язык заинтересовал Бётлинга, и он стал
его исследовать. Но в процессе он понял, что ему необходим человек, знающий якутский язык. И такого человека порекомендовал сам Миндендорф. Им стал Афанасий Яковлевич Уваровский. Афанасий Яковлевич был дружен с декабристами, он тесно с ними познакомился. Он познакомился с первыми путешественниками, и, конечно же, они на него очень хорошо повлияли. Он свою трудовую деятельность начал с 14 лет, когда стал он подканцеляристом Якутского областного правления. До обеда он работал 10 часов, после обеда 7 часов. Итого этот человек работал в течение 17 часов и за это в месяц получал всего лишь рубль. Представьте себе, это трудный, кропотливый труд. В то время работали такие вот подростки, и он благодаря своему усердию продвинулся по службе. И потом он познакомился с областным начальником Якутска Николаем Ивановичем Мягким. Вместе с ним они проделали большую кропотливую работу по претворению в жизнь устава об управлении инородцев, разработанного Михаилом Михайловичем Спиранским при Александре I, и этот устав имел важное значение в жизни якутов. Благодаря ему якуты получили первый орган самоуправления – Степную Думу. За тесную связь с декабристами, за либеральные реформы, за прогрессивные такие идеи Николая Ивановича Мягкого и Афанасия Яковлевича Уваровского уволили. Уваровского посадили на 4 месяца в тюрьму. Затем он выезжает из Якутска в 1839 году и в 1840 году приезжает в Петербург 4 января. 3 января. Затем, спустя 4 дня, 7 января 1840 году на Великосветском балу он увидит Николая I. Потом в своем произведении воспоминаний об этом напишет, что это был счастливейший момент его жизни. Так вот, познакомившись, Афанасий Яковлевич Уваровский с Отто Николаевичем Бётлингом стали работать. Афанасий Яковлевич обучал Отто Николаевича якутскому языку, он обучал его в течение 7 месяцев. Отто Николаевич говорил об Афанасии Яковлевиче, что это мой учитель, мой главный наставник. И он попросил Афанасия Яковлевича Уваровского написать литературное произведение. Он до этого составил алфавит, основанный на русском алфавите, но содержащий якутские фонемы. Это было очень удобно при письме, но буквы, обозначающие якутские фонемы, имели очень много надстрочных знаков. Это было неудобно при переводе на типографский шрифт. Но благодаря алфавиту Отто Николаевича Бётлинга появилось первое произведение. В частности, его написал Афанасий Яковлевич Уваровский. В своих воспоминаниях он пишет как мемуары свою жизнь, жизнь своей семьи, своих предков, быт и уклад народа того времени. И очень занимательно пишет свой труд про свои путешествия. И благодаря этой тесной дружбе создается первое научное описание якутского языка. В 1851 году вышла в свет на немецком языке эта книга под названием «О языке якутов». Это был прорыв на мировой уровень. Благодаря этой книге узнали о нашем языке, и эта книга стала отправной точкой, важным подспорьем для изучения нашего языка. Благодаря тесному сотрудничеству с Афанасием Яковлевичем Уваровским все слова, которые были написаны на материале у Миндендорфа, Отто Николаевич попросил озвучить, и все озвученные слова Отто Николаевич затранскрибировал. И это позволило ему сделать описание якутского языка. Он очень хорошо его исследовал, выделил его на 2 раздела, на морфологию и синтаксис.
И благодаря просьбе Отто Николаевича Бётлинга, еще раз скажу, появился первый литературный памятник на якутском языке, автором которого был Афанасий Яковлевич Уваровский, и произведение называлось «Воспоминания». В эту книгу вошло Аланхо Эрсоготох, а также образцы фольклора, в частности пословицы и поговорки, а также загадки. И благодаря вот таким увлеченным людям, благодаря прогрессивным людям своего времени появилось такое первое монументальное издание, благодаря которой потом полицейный Эдуард Карлович Пекарский, благодаря алфавиту Отто Николаевича Бётлинга, создал словарь якутского языка, которым пользуемся и по сей день. Потом стали появляться грамматика Сергея Стремского, и начинается изучение древнейшего тюркского языка. Я благодарю всех вас за внимание. Сегодня мы затронули очень интересную тему и желаю вам всего наилучшего. До скорой встречи!